Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте. В прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Сегодня в студии у микрофона Елена Чуркова, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. А в гостях у нас политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Номер для смс-ок сразу я напомню. +7 927 304 1051. Вы можете присылать Евгению свои вопросы. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Вопросы можно присылать не только смс-ками, но и писать в Телеграм по тому же номеру. Трансляции на Ютубе и на Фейсбуке у нас традиционно запущены. Нас там можно смотреть. Ну и начнем с вопроса, который сегодня на федеральной повестке уже активно обсуждается. Это история с тамбовским губернатором, который призвал прокуратуру активнее расследовать дело по клевете в его адрес и сослался якобы на некую разнарядку из администрации президента России. На ваш взгляд, такое возможно? Да не, я думаю, он здесь немножечко передернул, мне кажется. Скорее всего, был вопрос из администрации, что там у вас происходит. Ну и, видимо, решил таким способом уладить. На самом деле, люди, которые долго находятся во власти, и особенно люди, которые пришли к власти не путем выборов, а путем каких-либо назначений, они в какой-то момент утрачивают связь с реальностью. Потому что если тебя избирали, ты отвечаешь перед своими избирателями, ты должен смотреть им в глаза, ты должен слышать, что они говорят твоим родителям, что они говорят твоим детям, как они к тебе относятся, и это те люди, перед которыми ты отчитываешься. Если тебя назначали, ты подотчетен только тому, кто тебя назначил, у тебя есть хозяин. И здесь ситуация такая, что люди начинают, вот эти законы, установившиеся в этом обществе, они их начинают считать какими-то основополагающими. Они не понимают, что существуют какие-то божеские законы, просто даже юридические законы. Вот. И это тот самый случай. Вот. Я сталкивался с такими вещами. У меня был случай свой, когда собрались там в резиденции губернатора, было совещание, и когда прямо один из силовиков говорит: закрывайте. Меня касалось, что просто чтобы закрыли, посадили. А начальник Следственного комитета говорит: да никаких проблем, вообще письменное указание дайте. И письменное указание никто не дал, потому что ответственность никто нести не хочет. Вот. И я остался на свободе, очень доволен. А насколько это было вообще возможно работать? С одной стороны, вы отвечали действительно перед избирателями, которые вас выбирали. С другой стороны, все-таки у нас в стране вертикаль, как ни крути, да? То есть над вами был губернатор, который, по сути, ставленник Москвы. Послушайте, надо мной губернатора на самом деле не было, потому что муниципальная власть — это не государственная власть, и муниципальная власть и не должна входить в систему вертикали власти. То есть это власть на местах, это то, на чем держится вообще все местное самоуправление. Другое дело, что его в России сейчас практически не осталось. Отменили фактически последние выборы, отменили прямые выборы мэров в Кемерово, в Новокузнецке, и остались на моей памяти сейчас, по-моему, только в Новосибирске. Но считается, что 4 муниципалитета, где остались прямые выборы мэров. Но пока только в Новосибирске. Вот я сейчас на память приходит, может кто-нибудь еще что-нибудь скажет, сейчас подскажет. И это очень мощный удар по местному самоуправлению вообще. Я считаю, со своей стороны, и как историк тоже, я считаю, что сильные города — это сильная страна. Но вертикаль сильных городов боится, потому что если город, сильный город, такая это твердая субстанция, надо договариваться, надо идти навстречу, надо с этим считаться. Вертикаль сегодняшняя не хочет считаться ни с чем. И поэтому существует такой способ менеджмента политического, это финансовое удавление. Все города, они финансово удавлены. Все города-миллионники, все крупные города, я не беру Москву, потому что Москва — это другая планета. Это субъект. Даже. Кроме всего прочего. Да, кому же? Да, не беру Питер, хотя в Питере не самая сладкая ситуация. Но города-миллионники — это основные точки роста в стране. Во всех городах-миллионниках сосредоточен научный потенциал, технический потенциал, управленческий потенциал. И молодежь съезжается, что очень важно. И их удавить можно только одним способом. Самое простое, это лишать денег и заставлять, чтобы они деньги свои выпрашивали постоянно. И понятно, что бесправными такими, безвольными, нищими управлять гораздо проще. Но когда дойдет до дела и надо будет опереться, то на мягкое опереться невозможно. Опереться можно только на твердое. Понимаете, да?
Поэтому я считаю, что очень серьезная стратегическая ошибка. Нельзя бояться сильных городов, потому что сильные города — это сильная страна. И не может быть сильной страны со слабыми городами. То есть, вот моя позиция такая. Почему в таком случае многие мэры и многие губернаторы молчат? Их же ведь не устраивает эта ситуация. Совершенно очевидно, что они не свободны, они зависимы от федерального центра. Очень простой и понятный вопрос, и на него очень простой и понятный ответ. Выборов нет. Когда начинаются серьезные настоящие выборы, и ты зависишь от своих избирателей, и только избиратели решают, будешь ты их представлять, там, будешь ли ты мэром или губернатором, вот тогда человек начинает ориентироваться на своих избирателей. А если выборов нет, и есть кулуарные назначения, надо где-то кому-то понравиться, в Сочи съездить, там... Занести что-то. Ну, и это тоже, но, как правило, сами не заносят, за тебя будут заносить, там, если ты кого-то устраиваешь и так далее. Совершенно иные механизмы попадания во власть. И человек, в чем огромная проблема? Человек, который таким способом приходит во власть, он совершенно четко понимает, что он не от избирателей зависит. Он зависит от того, кто его назначил. У него есть хозяин. И поэтому вот возникает ситуация, как с тамбовским губернатором, как с некоторыми чиновниками. Там одна у нас запузырила, говорит, вас... государство вам ничего не должно. Никто Ну ладно, не просил. бог с ним. Первая фраза такая, а вот следующая это фраза, которая просто противоречит всей государственной политике, государственной концепции. Она говорит, государство не просило ваших родителей вас рожать. И это говорит о том, что человек вообще не на своем месте и вообще не понимает, что происходит. Государство как раз просило. И вот материнский капитал это именно оттуда. И какие-то льготы для многодетных семей это оттуда, потому что мы вымираем, и вымирание у нас ускоряется. И несмотря на огромный приток мигрантов, все-таки все, ну, началось вымирание, ну что, минус 200 тысяч по году. Это, ну, целый город вымер. Вот. И, конечно, государство просило рожать. Это очень важно. Нас должно быть больше, а нас становится меньше. Правильно ли мы понимаем, что вот эта система, она исключает, в принципе, попадание в нее людей, которые все-таки хотя бы в глубине души хотят отвечать перед избирателями, а не перед начальником? То есть, в принципе, невозможно попадание. Вдруг человека назначили, но он, в принципе, готов общаться с людьми. Смотрите, у нас выборы практически закончились. То, что у нас сейчас происходит, это называется не выборы, это называется голосование. К выборам оно не имеет никакого отношения. И я в свое время, когда Памфилову вместо Чурова назначили, но у меня были какие-то иллюзии. Но она себя повела так, что Чуров бы застеснялся. Она выполняет совершенно конкретную задачу. Вот. И поэтому все меньше и меньше выборов. Поэтому я сейчас вижу, будет большая ставка на выборы в Мосгордуму, потому что все-таки это самый крупный субъект в России. И будут очень серьезные выборы в Мосгордуму, будут очень серьезные выборы в Питере, потому что в Питере назначили человека, который, ну, откровенно не справился с элементарной ситуацией. Я хочу сказать интересную вещь. Я сейчас вот проехал по Уфе. Уфа убирается значительно лучше, чем Питер. Но мне, в принципе, Уфа нравится. Я хочу сказать то, что я вижу своими глазами. Я же очень много езжу. И я скажу, что когда заезжаешь на территорию Башкирии, даже когда из Челябинской области заезжаешь на территорию Башкирии, первое, что бросается в глаза, что всегда ухоженные обочины дорог, что нет мусора на дорогах. Когда заезжаешь в башкирские деревни, они чистые. И вот это вот огромный плюс вообще Башкирии, народу, что с уважением относятся к своей земле. И это ощущается везде. И в Уфе это ощущается тоже. Потому что даже летом, ну видно, я был здесь в свое время на серьезном совещании, потом прошел специально по Уфе, и я обнаружил, что дворы-то тоже ухожены, люди за ними следят. И я как человек, который 5 лет был главой города, я умею эти вещи отличать. Видно, когда работают коммунальные службы, а видно, когда люди по-доброму относятся к своему городу. И башкиры, конечно, в этом плане молодцы, и Уфа очень чистый город. Ну, кстати, и в Уфе, и в других муниципалитетах республики никогда не выбирали глав, даже в 90-е годы. А при этом результаты у нас нормальные. Отношение к земле свое. Ну, Плюс, знаю, у вас кажется, плюс же у вас местные, как правило, все равно, что бы ни было, у вас все равно местные работают. Тут вот как раз с новыми мэрами, и что в Петербурге, что в Уфе, тут, мне кажется, нашему мэру повезло с погодой просто. Снегопады, если выпадают, они выпадают на рабочие дни, и убирается это все быстро, а не как в прошлом году было, да? Вот в этой ситуации, которая сейчас есть, да, когда у нас вся власть сосредоточена в Москве, когда Москва говорит, как надо делать, насколько вообще вероятно есть того, что прямые выборы когда-нибудь вернутся? Эта власть прямые выборы не вернет. Эта власть не вернет, эта власть боится выборов. Ну, просто боится, потому что если будут выборы,
эта власть не конкурентоспособна, потому что при таком наличии денег, при такой благоприятной ситуации, обратите внимание, сколько лет не было войны. То есть совершенно спокойная ситуация, на нас никто не нападает. Нет, то, что в головах и в телевизоре происходит, это отдельная история, она к действительности отношения не имеет. Но мы вынуждены признать, на нас никто не нападал. У нас благоприятные времена, у нас цена на нефть была просто сумасшедшая, потому что я в свое время разговаривал с Немцовым, он говорит, слушай, мы бюджет рассчитывали по $9 и мечтали, чтобы по $10 была нефть. И тут же, буквально через несколько лет, чуть не до 100 дошла. Вот. Поэтому разница огромная, и они просто побоятся создать выборы. Но выборы, чем вообще важны выборы? Надо понимать, что когда ты находишься во власти, и когда ты знаешь, что выборов не будет, и у тебя есть какие-то способы типа не более 2 сроков подряд и так далее, тебе зачем? Куда тебе торопиться? Тебя не поджимает, тебя не критикуют ты такой расслабленный сидишь, да. Да. Зачем, если тебя не поджимает? И наоборот, как только ты видишь реального конкурента, ты начинаешь отслеживать его повестку. Когда он говорит, если я приду, мы сделаем то-то и то-то, ты говоришь, так это он когда придет сделает, а мы уже сейчас готовы. Потом он говорит, там плохо убирается, ты посылаешь туда всех, чтобы быстрее убрали. И так далее. То есть конкуренция в политике ведет сразу же к конкуренции в экономике. Как только появляется конкуренция в экономике, а не такими способами, не подковерными, а настоящая прямая лобовая конкуренция, экономика начинает расти. То есть мы становимся конкурентоспособными, уже на мировом уровне. У нас же все наоборот, и то, что мы сейчас делаем, это принятие кучи разных запретительных законов, ограничительных, по митингам, по нежелательным организациям, по интернету. Мы находимся, на мой взгляд, такой внятный, может быть еще спокойный, но уже внятный уклон в сторону Северной Кореи. Я так вижу. Смотрите, Евгений, вот вы сказали, что текущая власть, она никогда не вернет выборы, но между тем именно эта власть в 2012 году под влиянием тех же митингов, наверное, да, на какие-то смягчения пошла, вернула выборы губернаторов и прочее. Не-не-не, послушайте, мы про выборы губернаторов знаем все. Мы видели, что это такое, мы видели, как вдруг в Приморье сложился нежелательный результат, как его переигрывали, не стесняясь ничего. Выборы губернатора до тех пор, пока существует муниципальный фильтр, никаких выборов не будет. Муниципальный фильтр дает возможность на старте отсечь всех сколько-то значимых кандидатов. Те, кто прошли муниципальный фильтр, это уже, как правило, спойлеры такие, их клоунами считают. Но те, которых считали клоунами, и вдруг они в лобовую начали выигрывать у Единой России, Хакасия, Хабаровск, Приморье, это показывает о том, что система просто неустойчивая. И единственное, как можно вернуть какое-то доверие, какую-то легитимность, это просто вернуть выборы. Нельзя бояться выборов. Насколько, на ваш взгляд, ситуация в Башкирии предсказуема? У нас тоже ведь в сентябре выборы главы региона. Слушайте, и конкурентов, кстати, пока нет. Пока нет. Но, с другой стороны, знаете, если вдруг выборы честные, то в последний момент появляются и появляются. Здесь есть определенная тактика. Я, допустим, когда я сам избирался куда-то, я выигрывал все выборы, в которых участвовал. Но я, когда избирался, я всегда знал, чем позднее заявишься, тем меньше тебя будут мочить, тем меньше будет это отрезок времени, когда по тебе будут ехать катком. Но чем позднее ты заявишься, тем меньше у тебя будет времени для такой раскрутки. Поэтому, если ты хочешь набирать что-то, ты должен работать, делать добрые дела, вне зависимости от того, пойдешь ты на выборы или нет. Поэтому вполне возможно, кто-то в последний момент появится. Нам тут смс-ка пришла от нашего слушателя Альберта. Хамитова выбрал народ, а снял его Путин. Как так? Если мы выбираем, то мы должны снимать. Вот и все. Вот это очень разумно. Сказал, как отрезал. Вот это разумно и понятно. Но власть очень четко мониторит. Я могу любые претензии предъявлять к сегодняшней власти, но я совершенно точно знаю, что власть очень четко мониторит настроение. Если она видит, что народ своего избранника отдаст легко, его легко снимают и легко убирают. А если знают, что человека любят и за него выйдут на улицы, то никто не будет рисковать. Поэтому здесь все зависит от поведения жителей.
Вы знаете, вот по поводу выйду на улицу, все-таки хочу попросить у вас прокомментировать эту ситуацию, которая сейчас в Сибае у нас происходит. Следите вы, наверное, за этим хотя бы со стороны. Буквально за несколько минут до эфира прочла новость о том, что мэр Сибая раскритиковал жителей, которые вышли на митинг в эти выходные, назвал их там странными какими-то словами, сказал, что же вы в выходные-то в митинги выходите, не надо так делать. Что это вообще такое? Зачем? Удивительное дело. На самом деле по Сибаю ситуация очень сложная. И, насколько я понимаю, там нет сейчас готовых технических решений. Я считаю, что в таком случае надо привлекать федеральные деньги, федеральный ресурс, просто людей переселять на это время. И для меня, конечно, вот насчет выборной, избираемой власти и назначаемой, одна из самых ярких ситуаций — это, конечно, Чернобыль. Когда те, кто были у власти, знали точно, что происходит, знали точно, чем это грозит, и тем не менее народ на первомайскую демонстрацию посылали, а сами потихонечку уже паковали вещи. Поэтому есть ситуации, где, конечно, очень важны независимые СМИ. И я считаю, что мэр города Сибая в первую очередь при любых обстоятельствах, он, конечно, несет личную ответственность перед жителями, хотя бы они должны всегда понимать, что происходит, какие меры принимаются, предпринимаются и так далее. Но если он сам живет там, не уезжает, если его дети, жена... Ему запретили оттуда уезжать. Директивным образом из правительства республики. Хорошо, есть и такой способ, конечно. Но я надеюсь, что в Сибае все закончится благополучно. Насколько я понимаю, пока нет технического решения. Там есть сложность. Там начали что-то делать, но насколько там это все действительно правильно делается, вот мы не понимаем, мы не можем этого понять, потому что то, что доходит, это, конечно, все у нас хорошо. Судя по всему, это все надо было начинать значительно раньше. И сейчас, как я понимаю, нет готового технического решения. Смотрите, в России довольно много регионов, 85 субъектов федерации, и далеко не все из них экономически благополучны и способны быть донорами. И вот нынешняя вертикаль, которая имеется, она, в общем, способна заниматься денежными вливаниями в большинство регионов, которые нуждаются в этом. В этом смысле, может быть, эта модель как раз-таки та самая, которая сейчас она в нынешних условиях российских жизнеспособна. И благоприятно даже. Денег нет, а тут помогают. Да нет, слушайте, это на самом деле мертвому припарке. Существует достаточно серьезная стратегия по укрупнению регионов, где очень внятные экономические обоснования, что есть регионы, которым не выжить вообще. Есть регионы, у которых лучшая ситуация, но для них те регионы, которым не выжить самостоятельно, для них они интересны в плане рабочей силы, какого-то еще потенциала, территории и так далее. И я думаю, что к этому придет. Укрупнение регионов произойдет обязательно. То есть это необходимо. И это все будет учитываться. То есть я не буду сейчас говорить навскидку, этим занималась в свое время один из очень хороших специалистов. Представляете, фамилия выпала, Наталья. Не могу вспомнить фамилию, потом скажу. Я видел обоснование. То есть это в любом случае произойдет. Но на самом деле, как показывает жизнь в России, как показывает практика, в России любая либерализация законодательства всегда ведет к экономическому подъему. То есть вполне возможно, что это можно регулировать как-то законодательно. Очень интересный момент. После подавления Пугачевского восстания, почему-то об этом я никогда не встречал ничего в советских учебниках. После подавления Пугачевского восстания, там интересно, Екатерина в свое время давала прямой наказ Панину, который расследовал Пугачевский бунт. Она его подталкивала, чтобы он искал какие-то западные влияния на Пугачева. Панин был человек честный, он никаких западных влияний не нашел. То есть это вспыхнуло внутри империи. Ничего не меняется. Да. Но надо сказать, что Екатерина при всех своих она никогда не была кровожадная. И по Пугачевскому бунту она спорила с судом, пыталась суд хотел много казнить, она в конце концов разговаривала с сенаторами, все, остановились на 4 человеках, но казнили все-таки 6. Но по Пугачеву есть информация, что Екатерина лично встретилась с палачом и дала ему денег лично и договорилась, что его не будут мучить четвертованием, а сразу отрубят голову. Ну и когда собрались, палач сразу ему отрубил голову, все вздохнули, что смотреть больше нечего. Но я не к этому. Был очень интересный момент. Екатерина в 1775 году, когда прошли уже эти все разборы и казни зачинщиков, объявили указ
Этот указ называется «Указ о свободе предпринимательства», его историки называют. Указ звучал так: о даровании вольностей всем сословиям по случаю победы над Оттоманскую Портою. И Екатерина, по сути, разрешила предпринимательство крестьянам. То есть крестьяне могли там ловить рыбу, крестьяне могли заводить мастерские свои. И она заложила фундамент, она дала возможность крестьянам богатеть в первую очередь. Этим сразу же воспользовались старообрядцы, они были не пьющие, грамотные, дружные. Но и в целом она дала возможность крестьянам богатеть. И после 1775 года не было ни одного крестьянского восстания вплоть до 1917 года. То есть она заложила вот такую экономическую основу под... именно свобода предпринимательства. И вот это очень сильный ход был. Она просто оживила экономику, и был момент, откровенного бума такого вот в последние годы ее царствования. Вот вы сказали про укрупнение регионов. А насколько, на ваш взгляд, это реально вот с точки зрения национальных регионов, республик, таких как Башкирия? Я думаю, что реально, но мы находимся экономически-то все в одном. Это Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Курган и Уфа. Я думаю, что мы в целом, мы один. Но Урал — это общая такая экономическая зона. Вполне возможно, что это произойдет. Именно национальные вопросы играют роль. Слушайте, я вам про национальные вопросы скажу. У нас с 1736 года, у нас не было никаких межнациональных сложностей здесь. На Горно-Заводском Урале все стало понятно. И когда было Пугачевское восстание, понятно, что там поддержали все, но это была уже совершенно иная идеология. У нас с башкирами жили бок о бок, относились с уважением. Нам надо на новости сейчас прерваться, мы вернемся и продолжим эту тему. В Москве 13 часов 30 минут. На эхе краткий выпуск новостей. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал Россию прекратить нарушать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он сказал сегодня в Брюсселе, что характеристики новых российских ракет являются предметом большого беспокойства для всех членов Альянса. Генсек НАТО подчеркнул, что хотел бы обсудить эту тему с главой МИДа Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 15 февраля. Киев упорно продолжает саботировать Минские соглашения, при этом обвиняя в нарушениях Москву. Об этом заявил посспред России при ООН Василий Небензя. По его словам, ведущие страны Запада виноваты в происходящем на Украине. По этой парадигме киевские власти не обязаны ни о чем договариваться. Ведь по ним сторона конфликта не ее собственные граждане, а страна-агрессор. Соответственно, и Минские соглашения можно порвать и выбросить в корзину, что украинская власть и сделала. Киеву можно, проливая лицемерные крокодиловые слезы о своих гражданах, огульно окрестить их террористами. А ведь с террористами не разговаривают, их уничтожают. Вот вам и вся примитивная конструкция киевских властей. Примитивная, но эффективная. А эффективная потому, что вы их в этом покрываете. И это позор. Встреча членов Совбеза ООН прошла по инициативе России в связи с 4-й годовщиной подписания Минских соглашений. Мосгорсуд тем временем оставил под стражей еще 4 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Рассмотрение жалобы защиты проходило в закрытом режиме. Обвиняемые в незаконном пересечении госграницы останутся в СИЗО до 24 апреля. Напомним, в Керченском проливе были задержаны 24 украинских моряка. Волонтер штаба Алексея Навального в Калининграде Иван Лузин стал первым в России фигурантом административного дела об вовлечении совершеннолетних в несанкционированные акции. По некоторым данным, суд сегодня может рассмотреть его дело. Полиция считает, что 7 февраля Лузин организовал неразрешенный пикет, в котором участвовали 2 несовершеннолетние девушки, также волонтеры штаба Алексея Навального. Глава Минюста Александр Коновалов предлагает обязать родителей содержать несовершеннолетних детей во время их учебы в вузах. Он считает, что нужно внести соответствующие изменения в законодательство. Министр юстиции также уверен, что необходимо уточнить основания, позволяющие лицам, не достигшим 18 лет, вступать в брак. Власти Москвы впервые предложили перечень парковок, которые могут арендовать автолюбители без торгов. В общей сложности это более 4000 машиномест в разных округах столицы. Их можно взять в аренду на 10 лет. Плата составит от 2 до почти 7,5 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год, в зависимости от удаленности от МКАД.
В аэропорту Воронежа самолет застрял в сугробах. По данным источника Интерфакса, лайнер авиакомпании «Руслайн» не смог развернуться в специальном кармане аэродрома на дорожку. Его пришлось возвращать с помощью тягача. Никто из пассажиров не пострадал. Из-за инцидента задерживается несколько рейсов в Москву. В столице сейчас минус 1 градус. Ночью обещают минус 7-9. Завтра днем минус 1-3 градуса. Без осадков, но при этом сильная гололедица. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы». Такого в Уфе еще не было. Функциональный тренинг e-cycle, клубный звук и свет, датчики активности и продвинутые тренеры. Мы позаботились обо всем. Вам нужно позаботиться только о собственном теле. GetBet. Фитнес-студия нового формата. Узнай больше и получи 2 бесплатные тренировки на getbet.ru. 18+. Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. 4 года назад Яна Ямалединова из Уфы сломала позвоночник, упав с большой высоты. Сейчас девушка борется за шанс снова встать на ноги и проходит усиленную реабилитацию. Стоимость курса лечения для Яны – почти 100 тысяч рублей. Помочь просто. Пришлите СМС на номер 3443 с текстом «Изгелек пробел сумма пожертвования». Сумма может быть любой. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Рождаемость. Тауам. Снижение рождаемости. Тауамдан кэмэуэ. Снижение рождаемости. Тауамдан кэмэуэ. За прошлый год в Башкирии снизилась рождаемость. Өткен жылда Башкортостанда тауам кэмеген. За прошлый год в Башкирии снизилась рождаемость. Өткен жылда Башкортостанда тауам кэмеген. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». Руслан Валиев, Елена Черкова. В гостях у нас сегодня политик и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Я напомню номер для смс-ок сразу. +7 927 304 10 51. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Мы до перерыва на новости с вами начали рассуждать по поводу национальных волнений, национальных каких-то бунтов. Понятно, что у нас до этого, слава богу, дело не дойдет, но вот все-таки... разница, да, и значимость национальности сейчас в Башкирии достаточно важна. То есть буквально на днях один из таких оппозиционных лидеров, я бы так назвала, политик Айрат Дильмухаметов, который, кстати, говорил, что он планирует участвовать в выборах 2019 года и планирует, собственно, стать даже не губернатором и не главой, а президентом, да. Несуществующая должность в Башкирии, напомню. Он попросил, чтобы Ради Хабиров, нынешний временно исполняющий обязанности, доказал, что он башкир, и потребовал прям предъявить свою ШЖР, свою родословную, доказать, что он именно из этого рода, о котором он говорит. Видите, как у нас тут все интересно? Слушайте, была хорошая история, когда в свое время Довлатов, он же был литературным секретарем, по-моему, у Веры Пановой, вот, и он говорит: я, конечно, не националист, но я считаю, что в России ключевые должности должны занимать русские люди. А ему Панова говорит: вот это и есть национализм. В России ключевые должности должны занимать достойные люди. И вот это вот очень такой серьезный нюанс. И, конечно, по национальному признаку нельзя людей ограничивать. И я считаю, что человек, если человек здесь родился, если он что-то здесь понимает, если у него здесь жили родители, если он с уважением относится к людям, почему нет-то? Какая разница?
Все, мир уже глобальный, мир огромный. И понятно, что свою национальность, там, своих заслуги своих предков, беды своих предков ты должен носить там, в груди, в душе, помнить об этом, стараться, чтобы до этого не доходило. Но я считаю, что мы многонациональная страна, и здесь вот так вот нельзя. А как сохранять малым народом, если можно так назвать, хотя у нас обижаются, когда называют малым народом, как сохранять идентичность национальную, язык, традиции и так далее? Культуру. Вопрос культуры. Я в свое время столкнулся с одной интересной вещью. У меня товарищ, у нас была группа «Интернационал» в университете. Юля у нас, она была родом из Златоуста, Юлия Крутеева. Салават был родом с Низепетровска, а я из Екатеринбурга, мы все разных национальностей. И группа наша называлась «Интернационал». И у Салавата бабушка была, они из лесных башкир, она говорила на каком-то очень старом башкирском наречии, которое не все башкиры понимали, то есть совсем другой язык. Я в свое время купил большой трехтомник башкирских сказаний и преданий. То есть очень интересный оказался, потом Салавату подарил. Но я хотел сказать другое, с чем я вообще сам столкнулся когда-то. Я очень много ездил по экспедициям, но я же все равно историк, исследователь. И я столкнулся с одной очень интересной вещью. Вот деревня может умирать. Но если в деревне есть еще какая-то школа, и если кто-то из учителей сумел с детьми договориться, и они начинают в школе создавать музей, то есть собирают всякое старье, собирают воспоминания, старые фотографии, еще что-то, и хотя бы небольшой музей начинают оформлять, вот эта деревня уже не умрет и не исчезнет. То есть вот такие вот зерна забрасываются, но у башкир есть один очень серьезный плюс. Они с большой любовью относятся к своей земле, и это ощущается везде, поэтому башкирам это не грозит. То есть вот это вот... То, что башкиры с любовью относятся к своей земле и к своей истории, оно сказывается, оно не денется никуда. И вот на самом деле я с таким сталкивался еще, знаете где? В Финляндии. Что процветание Финляндии в первую очередь строится на том, что финны очень любят свою землю и берегут ее. И вот у башкиров есть вот этот очень серьезный плюс. И поэтому, даст Бог, все будет хорошо. Кстати, не все башкиры так считают. Многие считают, что сейчас, стремясь сдавать ЕГЭ, условно говоря, школьники учат русский язык, не изучают родной язык, соответственно, забывают его, и дальше все. Смотрите, никуда от этого не денешься. Я вот сейчас я приехал читать лекцию по Александру Македонскому, и есть интересные вещи. Все местные элиты, то есть империя была гигантская, Александр заходил очень быстро, все местные элиты переживали, что греческая культура оказалась гораздо привлекательнее, особенно для молодежи. Представляете, там еврейские такие старцы с такими бородами, у которых единобожие такое, храм, и вдруг видят, что их молодежь начинает голыми соревноваться. Потом вдруг увидели, что театр появился греческий, это была такая трагедия для многих народов. Но, тем не менее, это была культура. Появилась Александрия, это один из мировых культурных центров, и туда потянулись. И, конечно, все местные национальные элиты по этому поводу очень переживали. Но, в конце концов, потихонечку встраивались, но от своего-то тоже не отпустились. Потому что и был Египет, и была Иудея, и была Персия. Вон Иран, все равно они наследники. Современный Израиль, через что бы ни прошли, все равно они наследники, от своего не отпустились. То же самое Египет, такая, это целая цивилизация, она сейчас вскрывается и вскрывается. Поэтому существуют определенные законы. Вот насколько ты любишь свою, я имею в виду мировые законы, насколько ты любишь свою землю, насколько она у тебя в душе и в груди, как ты сумеешь детям передать, все зависит от тебя. Но все равно вот эллинистический мир зашел вот так вот, создал свою вселенную только за счет культуры. Только за счет культуры, потому что оружие многие заходили, где они все сейчас? Только за счет культуры. Поэтому культура — это основной момент адаптации вот такой в окружающем мире, и я считаю, что башкиры здесь выглядят замечательно. А на ваш взгляд, должно ли этим заниматься государство, например, на уровне субъекта федерации, или это должно исходить от культурных слоев, от элит, условно говоря? Я думаю, что какое-то направление задают элиты, и все, что касается культуры, конечно, государство должно поддерживать, потому что культура... Командная работа. Да, задачи общие. Потому что все мы — это огромная цветная мозаика, и нельзя ни один цветной камушек из этой мозаики потерять.
Слушайте, ну тут от нашего слушателя пришла еще смс-ка как раз к вопросу про Македонского. Зачем нам далекий Македонский? Может быть, лучше про недавнее прошлое или про настоящее, еще лучше про будущее? Тем вам накидали на целых 3 еще чтения. Просто на самом деле это один из самых ярких примеров, как элиты, какие-то элиты сопротивлялись, какие-то элиты вливались сразу, но ничто никуда не делось, а сложилась вот огромная такая пестрая картина, которая была картина мира, и вся эта огромная, гигантская сущность, империя была объединена именно культурой. И здесь побеждала именно культура, а не оружие. И это вот такой яркий пример. Вообще, несколько слов, если можно, я скажу очень важную сейчас вещь для себя, я ее сформулировал сам. Иногда говорят, что очень важные связи между народами — это связи торговые. Нет никаких проблем, это очень важные связи. Но представьте себе, изменились караванные пути, изменилась конъюнктура, и о том, что между народами были торговые связи, через 5000 лет какой-нибудь археолог Черепок покажет, скажет: смотрите, какие связи были крепкие. Или второй пример, говорят, что очень прочные связи, вот нужны связи политические между народами. Да нет проблем, вон были какие крепкие политические связи. Кто помнит пакт Молотова-Риббентропа, то есть там, просто целовались, а потом вектора развернулись, и, война на уничтожение. Через год буквально. Да, и слава богу, что мы победили. Вот. И все понятно, что даже эти политические связи, они какой-то особо серьезной роли не играли. Это кратковременная история. А вот культурные связи — это самые надежные, оказывается, самые прочные связи. Их вроде и руками-то не потрогать. Культурные связи между народами — это личные симпатии между людьми. И их невозможно навязать сверху, их невозможно придумать. Это именно искренние такие связи. И вот никакая политическая ситуация не может это разрушить, никакая торговая ситуация не может это разрушить. Один из самых ярких примеров — это Грузия, где вообще нет памятников Ленину и Сталину, все срыли, нет надписей на русском языке, но есть памятники Пушкину, Лермонтову, Грибоедову, где памятник Мимино стоит со всеми этими. И грузины с удовольствием поют песни на русском языке. И к русским, что бы то ни было, относятся хорошо, потому что это симпатии между народами. Политики могут как угодно там что-то натворить, обделаться, а симпатии между народами остаются. И вот эти связи оказываются самыми прочными. И вот за эти связи имеет смысл бороться. Как обычно, все с себя начинается. А как же Украина? То же самое. Вот ровно то же самое. Есть какие-то вещи, которые политики могут что угодно, отморозки там могут что угодно, но между людьми вот это ощущение, пусть оно сейчас болезненное, оно все равно остается. То есть, один из самых, конечно, больных вопросов. И вот для всех нормальных людей есть вещи, которые не дадут переступить черту. То есть на уровне властей и на уровне халуев оно может вспыхнуть что угодно, на уровне народов это будет удерживаться. Очень забавный вопрос пришел. Немножечко разрядим обстановку. Как именно вам легче на слух воспринимать неофициальное произношение Екатеринбурга? Буду в Йобурге, лечу в Екат, буду в Кате. Слушайте, на самом деле, у нас могут там сказать ЕКБ, Йобург у нас не говорят. И замечательная книга Алексея Иванова, которая называется «Йобург», она для нас немножечко, на слух она чуждая. Хотя книга очень хорошая, она так и называется, «Йобург. Город храбрых». Вот. Такой книги нет ни про Челябинск, ни про Новосибирск. То есть эта книга, конечно, греет наше самолюбие. Но у нас в целом предпочитают говорить Екатеринбург. Без всяких там Да, сокращений. но в Питере легко говорят Питер. Но в Уфе говорят Уфа, потому что сокращать уже некуда. Куда же еще короче-то? Но в Уфе хороший местный патриотизм, и я вижу, что просто люди любят свой город. Давайте, наверное, вот все-таки вернемся немножечко к хозяйственным вопросам, раз уж у нас есть такая возможность. Про снег мы начали в начале нашего эфира говорить, что вот выпал снег и случился коллапс в Петербурге. Часто бывает такое, выпадает снег, и случается коллапс. Вот в прошлом году это было в Уфе. И потом оказывается, что зима снова пришла внезапно, и никто к этому не был готов. Поскольку вы были мэром большого города, расскажите, как это изнутри происходит. Реально, что ли, нельзя подготовиться? Или что это? Нет, я вам объясню, и постарайтесь меня понять. Давайте. Если у города будет достаточно денег, то можно просто ловить каждую снежинку и не давать им долетать до земли. Понятно, да? Угу. Вот, это первый момент. Второе. Денег таких ни у кого нет. И я в свое время, когда стал главой города, я вынужден был в этом разбираться. То есть мне преподали несколько таких уроков. Вот. Была осень,
там где-то на улицах я видел мусор, а мне говорят, пойми, вот сейчас... А кто говорил? Я разговаривал с человеком, который за это отвечал. А он не чиновник по складу, он пришел из бизнеса. Человек добросовестный. Вот, он говорит, пойми, вот у меня сейчас есть денег убирать город 2 раза в неделю. Если у меня денег будет вдвое больше, то я буду убирать 4 раза в неделю. Если будет еще больше, то будем убирать по 2 раза в день. Пока вот так вот. Надо сказать, что бюджеты всех городов ограничены. И я вам скажу, что просто чтобы вы понимали, вот Москва на благоустройство тратит там порядка 200 миллиардов. Это в 10 раз больше, чем тратит на благоустройство вся остальная страна. Вот. Ну, просто для понимания. Вот. Второй момент очень важный. Когда днем начинается снегопад, валит снег, днем машины на улице уборочные не выгоняют, потому что это будет просто коллапс. Это ждут окончания снегопада. Мало того, в снегопад стараются не убирать, потому что берегут солярку. Потому что людей в ночь выводить им надо платить и так далее. То есть пока снег идет, ну как-то вот стараются не убирать. Снег кончился, есть регламенты определенные, есть регламенты, в этот регламент надо укладываться. Но уборка снега состоит из нескольких этапов. Первое, надо патрульную расчистку, когда машина за машиной идут, снег отбрасывают на обочину. Второе, когда с обочины отбрасывают, формируют вал. И третье, когда этот вал уже собирается в машины. Вот. Технологии эти нарушать нельзя. Следующий момент. Нормальная настоящая работа должна быть обязательно с гаишниками. То есть это нужно выстраивать отношения обязательно с гаишниками, потому что самая большая проблема по ночной уборке — это машины, припаркованные вдоль обочин. Вот в Питере это произошло. Там стоят просто сугробы вдоль обочин, которые заузили улицы невероятно, и которые не сумели договориться с гаишниками или просто проглядели, забыли убрать, и там сейчас стоят сугробы вот такие на месте машины, и проехать невозможно. У них это называется прилегающие улицы. Конечно, это не профессионализм, это откровенно не профессионализм, то есть с этим никогда не сталкивались. Но это проблема Беглова? В данном случае, а с кого спрашивают? Вот. Но в Питере есть ряд вещей, там, конечно, по ремонту фасадов, по уборке снега, это бросается в глаза любому приезжему человеку. Еще один очень важный момент. Многие начинают сейчас бороться с реагентами. Вот я сейчас проехал по Уфе, и я вижу, что с реагентами работали грамотно. То есть их вывалили не столько, чтобы слякоть вообще потекла, а их вывалили ровно столько, чтобы убрать накат. Потому что когда отрицательная температура, особенно минус 10, если прошел снегопад, снег счистили, а до дороги, до асфальта не убрали, то образуется накат, его называют еще глянец, он потом ковшом экскаватора, ковшом бульдозера не убирается. И вот здесь достаточно грамотно сделано. Многим не нравится это, но никуда не денешься, существует регламент, за который спрашивают, улицы центральные должны быть очищены до асфальта. И я вам скажу, что в Уфе, по сравнению вот с тем, что я видел вот в последнее время в том же Питере, конечно, очень хорошо. Но здесь это выстроена система. А опыт Скандинавии нам не подходит, реально? Смотрите, есть в Финляндии, они не убирают до асфальта. Они засыпают таким типа керамзита, потом этот керамзит собирают, моют и на будущий год. Но, конечно, мне бы хотелось во всем опыт Финляндии перенимать, потому что страна удивительная, страну, которую там в микроскоп-то толком не видно, полмира кормит, и высокие технологии существуют, и образование очень мощное. Но у них, еще раз скажу, у них, конечно, любовь к своей земле, трепетное отношение к своей земле. Но шведы далеко сейчас в этом тоже прошли. Но у нас есть своя проблема серьезная. У нас очень много, вот я знаю, что в Уфе до 50 переходов через 0 за зиму. Бывает. В этом году не было, кстати. Да, представляете, что это такое? Из плюса в минус. Это и для асфальта огромная проблема, и для уборки огромная проблема. Нам всем приходится за этим следить. Но надо сказать, что в Уфе много разных совершенно СМИ. То есть в Уфе никому покою не дают, как я вижу. То есть способны критиковать всех. Но это на самом деле хорошо. И любые завышенные требования от жителей, от СМИ, любые завышенные требования, для чиновников это очень болезненно, а для ситуации это в плюс. Поэтому не бойтесь завышенных требований. Чем больше затребуете, тем больше вынуждены будут дать. Но для чиновников не самая комфортная ситуация, но с другой стороны, знаете, как в том анекдоте, никто же не говорил, что будет легко. Так,
Слушайте, я об этом-то могу долго-долго говорить. Меня наболело. Вот, кстати, как в Екатеринбурге с этим дела обстоят? Вот вы говорите, в Уфе много независимых СМИ, есть завышенные требования, а там? Ну, в Екатеринбурге сейчас посложнее. У нас не стало выборов мэра. Пока у нас были выборы мэра, у нас СМИ хотя бы две разные позиции были. Сейчас у нас попытались привести к общему знаменателю все. Это выглядит, конечно, ужасно, но есть СМИ, которые как-то сохраняют свою позицию, где-то вынуждены там лавировать, где-то где-то сохраняют свою позицию. Вот. Но я вам скажу, что для жителей, для ситуации несколько центров принятия решений — это гораздо лучше, чем приведение к общему знаменателю. Кстати, очень с тех самых пор, как прошел митинг в защиту выборов мэра, вот хотел спросить, и такая возможность появилась, почему, вот на мой субъективный взгляд, недостаточное количество горожан, екатеринбуржцев вышли на митинг в защиту выборов мэров? Смотрите, на самом деле здесь и моя вина есть. Я бы мог эту ситуацию по-настоящему раскачать, я понимал, как делать, но она касалась лично меня. И мне было неловко за себя поднимать город. Мне было очень сложно людям объяснить, дифференцировать ситуацию, что это не за меня, а в принципе за сохранение этого института. Тем более, что в Екатеринбурге этому институту достаточно много лет. Это с 1787 года. Вот была жалованная грамота городам 1785 года. В 1787 у нас уже были выборы. Вот. Что эту традицию нельзя ломать, нельзя останавливать. И мне было неловко поднимать людей, потому что ситуация касалась меня. Плюс сразу же ты, будучи главой города, не можешь выводить людей на несанкционированный митинг, а санкционированные дают в 7 вечера, через несколько дней, далеко от центра, и то там порядка 8 тысяч человек вышло. Я не стал эту ситуацию развивать, потому что она в моих руках, меня касается, мне было неловко. Вот. Но хотя бы задекларировали свою позицию. Но я скажу еще раз, власть умеет очень четко мониторить. Единственное, чего они реально боятся, они боятся внутриэлитных конфликтов каких-то, и они боятся выхода людей на улицу. И если бы вышло не 8 тысяч человек, а 50 тысяч человек, поверьте, никто бы не стал этот закон принимать. Евгений, вам тут предлагают поучаствовать в выборах главы республики уже. Да не, слушайте, я вообще считаю... Регионы похожи, Урал. Евгения Ройзман на себе мэра. Я считаю, что у меня были самые разные предложения, но когда я иду на выборы у себя в Екатеринбурге, я отдаю себе отчет, я понимаю, что я делаю и для чего я это делаю. В чужих регионах это немножко другая история совсем. Вот. Но с другой стороны, здесь живут достойные, грамотные люди. Если дойдет до выборов, поверьте, что здесь будет достаточное количество сильных кандидатов, и здесь будет из кого выбирать. Ваши бы слова. +7 927 304 10 51 номер для ваших смс. У нас есть еще пару минут. Я хочу... По хоспису, наверное, да? Я хочу по личному приему все-таки еще поговорить. Теперь вы ведете на Эхе программу, которая называется «Личный прием». Вообще, личный прием — это такая практика, которая у вас достаточно давно началась. Давайте чуть-чуть отмотаем назад и расскажем, с чего это все начиналось. Для меня это началось лет 20 назад, когда мы поднимали в своем городе восстание против наркоторговцев. Поднимали восстание против наркоторговцев, и в какой-то момент нам удалось задушить там торговлю в цыганском поселке, и вдруг к нам поехали люди. Был момент, когда героина в городе вообще было взять невозможно, приток в клинике сразу же увеличился там раза в 4, вот. И мы сидим в офисе, и к нам едут там 30, 40, 50 человек в день. Город без наркотиков, да. И к нам повезли, представляете, там на веревках притаскивают, в багажниках привозят. Спасите, помогите, сделайте хоть что-нибудь. И мы тогда сделали первый реабилитационный центр. И с тех пор я попал в ситуацию, где практически в ежедневном режиме я был вынужден работать с людьми. Приходили люди, приносили информацию по наркоторговле, рассказывали самые страшные истории, ситуации, где надо было вмешиваться, помогать, искать варианты, помогать. По детям, по своим много приходили. И у меня этот алгоритм, потихонечку наработался. Алгоритм очень простой. К тебе обращаются люди, ты потихонечку ищешь системное решение этих проблем. И в тот момент, когда ты нашел системное решение,
вот здесь требуется депутатская работа, здесь уже нужны изменения в законодательство. И я весь этот путь прошел. Вот это основа депутатской работы. Личный прием, когда ты собираешь все проблемы и ищешь им системное какое-то решение. Вот. А потом я был депутатом Государственной Думы, и у меня за 4 года, у меня прошло порядка 40 тысяч человек. То есть у меня в приемной работало у нас человек 20. Это очень серьезная работа. И когда я не стал депутатом Государственной Думы, я думал, что это все закончится. Оно не закончилось. А когда я стал главой города, оно опять так получилось. И когда я ушел, потребность большая, потому что людям идти некуда. Все вот эти вот сказки про приемную Путина, приемную Медведева, приемную Единой России, это фикция, это симулякры. Это не настоящие приемные. На худой конец ты можешь в почтовый ящик кинуть письмо, оно будет ровно так же работать. Вот. Поэтому здесь живая работа. И когда в своем городе ты прожил там 55 лет и знаешь все равно ты понимаешь пути решения каких-то проблем. Людям просто некуда идти, с людьми надо разговаривать. Вот. Ну что ж, к сожалению, время нашей программы подходит к концу, и мы благодарим нашего гостя, политика Евгения Ройзмана. Спасибо всем, до свидания. Всем желаю доброго здоровья. Давайте, удачи вам, все будет хорошо. Пока. Никакого секрета.